вечер, дорогие друзья, наши уважаемые зрители. Сегодня на сцене театра вас приветствует колледж искусств имени Петра Ильича Чайковского на концерте, посвященном юбилею. Юбилею заслуженного работника культуры Российской Федерации, Республики Бурятия, кавалера Ордена Почета Вячеслава Баяндаевича Елбаева. Имя Вячеслава Баяндаевича, замечательного музыканта, педагога-вокалиста, одно из самых ярких и авторитетных имен в музыкальном искусстве. В этом году общественность нашей республики отмечает его юбилей – 80 лет. Вячеслав Баяндаевич получил великолепное музыкальное образование, пройдя курс обучения в Улан-Удэнском музыкальном училище имени Петра Ильича Чайковского в классе талантливого педагога, заслуженной артистки России Веры Дашиевны Лыкденовой, которая сумела раскрыть его природное дарование и заложить основы академического пения. Затем последовала учеба в Ленинградской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова в классе выдающегося педагога Ивана Ивановича Плешакова. Как и все певцы, начинающие свой путь в искусстве, Вячеслав Баяндаевич мечтал о вокальной карьере, мечтал петь в родном театре, но судьбе суждено было распорядиться по-своему. Свое истинное призвание он найдет не на оперной сцене, а именно в педагогике. Именно в этой сфере в полной мере раскроется его талант и его жизненное предназначение. За 50 лет педагогической деятельности он воспитал несколько поколений талантливых оперных артистов. В результате многолетних поисков была создана по существу своя вокальная мастерская с уникальными принципами обучения. Сегодня Вячеслава Баяндаевича не случайно называют маэстро вокальной педагогики. Закономерно, что ученики, прошедшие школу Елбаева, успешно достигают вершин исполнительского мастерства, побеждают на престижных вокальных конкурсах, с легкостью осваивают сложнейшие партии мирового оперного репертуара. Список его воспитанников за этот длительный период работы насчитывает более 100 человек. Среди них великолепные артисты, которые поют на сценах лучших театров России и за рубежом, заслуженно носят высокие почетные звания. Дорогие друзья, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Республики Бурятия, кавалер Ордена Почета, маэстро вокальной педагогики Вячеслав Баяндаевич Елбаев. Уважаемый Вячеслав Баяндаевич, очень приятно слышать аплодисменты зрительного зала в вашу честь, в честь педагога с большой буквы. И поскольку у нас сегодня особенный юбилейный вечер, конечно же, в вашу честь сегодня будут звучать не только выступления ваших учеников, но и искренние пожелания от наших гостей. Для поздравления на сцену приглашаются министр культуры Республики Бурятия Саилма Байыртоевна Дагаева, депутат Народного хурала Республики Бурятия, член Комитета Народного хурала Республики Бурятия по межрегиональным связям, национальным вопросам молодежной политики, общественным и религиозным объединениям Леонтий Александрович Красовский. И приглашается секретарь Бурятского рескома КПРФ, депутат Народного хурала Республики Бурятия Баир Циденович Сырянов. Давайте поприветствуем наших дорогих гостей. Здравствуйте, дорогие друзья! Уважаемый Вячеслав Баяндаевич, добрый вечер!
Наверное, мало найдется таких педагогов, таких учителей, как вы сказали, Оксана, с большой буквы, не только у нас в республике, не только в нашей стране, но и во всем мире. Сразу вам низкий поклон от нас, от всех, кто вас знает, от всех, кто слышит ваших учеников. Низкий поклон за то, что более полувека вы каждый год, каждый день ищете, находите, вытаскиваете из глубин человеческой возможности, человеческих возможностей, талант, какие-то искры вытаскиваете, ограняете и выпускаете в мир для нас, для зрителей, для большой сцены. И не только вы создали свою великолепную мастерскую вокальную, выпустили более 100 учеников, которые поют на лучших сценах, выигрывают конкурсы лучшие, самые интересные, разлетаются по всей стране, по всему миру. И, конечно же, кто бы знал, когда сидят люди в огромных залах, например, в Новосибирском театре оперы и балета, я видела там огромный театр, и когда наслаждаются этим пением, кто за этим стоит, какой труд за этим стоит? За этим стоите вы, великий педагог. И сегодня, конечно, за весь вечер невозможно выразить всю ту благодарность, которую мы несем вам сегодня. И, наверное, и далее, и каждый день невозможно все равно сказать все наше большое спасибо. Но мы будем вам говорить каждый день, мы будем вам говорить словами, мы будем вам говорить своими глазами, своим сердцем, своим отношением. Это, я думаю, с этим все согласятся. Мы очень гордимся тем, что вы и сейчас работаете, продолжаете, и сейчас ищете таланты, и выпускаете эти таланты. Мы очень этим гордимся и благодарны. И вы, как родной отец, следите за судьбой своих выпускников, за всеми, кто вышел из-под вашего крыла и работает в далеких городах, переживаете за них. И я думаю, что ваши выпускники, ваши ученики отвечают вам тем же, той же любовью, всегда помнят о вас. И сегодня они слетелись для того, чтобы дать этот замечательный концерт. Ну, да. Сразу может быть. Мы хотим сегодня наградить вас медалью за заслуги перед Республикой Бурятия, подписанной главой Республики Бурятия Алексеем Самбудичем Цыденовым. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые товарищи. Я очень рад всех приветствовать на этом замечательном концерте, посвященном 80-летию нашему маэстро Вячеславу Боиндайчу Елбаеву. Я, конечно, поздравляю вас с этой большой, мудрой датой. Позвольте поздравить от себя лично, от лица Народного хорала Республики Бурятия. И очень радостно, что ваш прекрасный юбилей проходит в год в рамках праздника Победы,
Конечно же, это очень радует. Действительно, героическое поколение одержало победу над фашистской Германией. Мужественное поколение детей войны, к которым вы относитесь, буквально отстроило всю нашу страну. И после этого Вячеслав Баяндаевич еще полвека отдал службе и был прекраснейшим педагогом. Сегодня мы слышали, что были выпущены целая плеяда очень замечательных артистов, которых мы сегодня все с вами видим и слышим. Поэтому разрешите зачитать приветственный адрес от лица Народного хурала. Народный хурал Республики Бурятия горячо и сердечно поздравляет вас со знаменательным юбилеем 80-летием со дня рождения. Ваш юбилей – это своего рода знаменательный рубеж большого человека, получившего заслуженные и широкие общественные признания в Республике Бурятия. Этот важный жизненный рубеж свидетельствует о вашем огромном вкладе в духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание молодого поколения. Вы по праву считаетесь одним из основоположников бурятской вокальной школы. Воспитали нескольких поколений талантливых оперных артистов, в числе которых заслуженный артист Российской Федерации Болот Бароев, народный артист Республики Бурятия Баир Базаров, народная артистка Республики Бурятия, заслуженный работник культуры России Галина Кондратьева и многие другие. Как педагог-вокалист вы добились отличных результатов в одном из сложнейших видов искусства. Разработали свою собственную систему педагогики певцов, свою вокальную мастерскую с уникальными принципами обучения, которые сложились в результате многолетних поисков. К своему юбилею вы пришли с огромным жизненным багажом, достойным восхищения. Для молодого поколения вы являетесь образцом высочайшего профессионализма. В этот знаменательный день желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов, вокальных побед учеников и всего самого доброго. Я желаю вам крепкого здоровья и чтобы родные и близкие только радовали. И позвольте такой символический подарок от Народного хурала. Вячеслав Баяндаевич, хундатын утгархет. Ямар шаардан том трушин кёдлун юм нэртэй хэмгү болохдоо арадан болохдоо охден доошонтой болдог юм. Доошон хүнүүд бүхий арадан дуртай их хүндтэй байдаг. Тихэ сагта охденгөө өрөнгөө нютагэ Россия гүрнэ олон болгож доошнуудын олон болгож хоргож байна хүн бэрэл хахундтэй бэрэл ха ихэг жанах байна. Тэгээд тэрнэрит таны их амашылнып демане бурят нутага нэрлуужа ежедешин бурят республикын нэр Россия гүрэн сога өргөж явхаятны их баяртай байна. Тэгээд бурят республикын коммунистнуде талага Вячеслав Михайлович Мархаева талага член Совета Федерации мане первый секретарь Бурятского рискома партии. Они инхендурортная маршалат одан нахте одан жаргалтай yapхайтны хуснып дитигет таны хорган должны деше гаржа таны нэрлэжа республикым гурнем нэрлэжа yapха болтагай. Вячеслав Баяндаевич действительно сегодня было сказано уже, я думаю, мы с вами сегодня на этом замечательном концерте убедимся, какой он большой труд вложил в воспитание целого поколения артистов. И любой народ действительно гордится своими песнями, своими певцами. И тот человек, который смог вырастить целую плеяду замечательных артистов, певцов, он сам
внес, наверное, еще гораздо больше вклада в развитие культуры Республики Бурятия, нашего народа, культуры России. И мы, коммунисты Республики Бурятия, поздравляем и Вячеслава Баяндаевича, да и всех нас, наверное, да, всех друзей, кто ценит его творчество, с этим замечательным юбилеем. Желаем крепкого здоровья, чтобы ученики продолжали радовать нас своим пением, успехами, достижениями, и чтобы имя бурятской культуры, российской культуры благодаря его ученикам распространялось все дальше и дальше. С праздником! Спасибо, мы благодарим вас за поздравления. Я думаю, что аплодисментами всех наших зрителей мы еще раз поздравим Вячеслава Баяндаевича с получением высокой награды. Позвольте пригласить вас в зрительный зал, ну а поскольку вечер сегодня юбилейный, то поздравления продолжаются. На сцену приглашаются мэр Осинского муниципального района Виктор Михайлович Мантыков, художественный руководитель оперы Бурятского государственного академического театра оперы и балета, народная артистка Российской Федерации Дарья Малхасарановна Ленховойн и директор Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал», заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дандар Жапович Баглоев. Хундаты мне Вячеслав Баяндаевич, хундаты Алшат, хундаты нухудут би халын халго айна мага иржа танта үдесен халун мендия хурка иретина хахан юбилейда Вячеслав Баяндаевич хан утан хабар харгызы менде хургызы бәлем халго фархан туткани. Сегодня мы отмечаем прекрасный юбилей нашего земляка Вячеслава Баяндаевича. Он родился в таком прекрасном селе, которое называется Бурят-Ингуты. И я хотел бы небольшую предысторию сказать, чем знаменито это село. Вот, в далеком 1937 году жители этого села построили двухэтажное деревянное здание школы. И так как вся страна, Советский Союз, отмечал столетие со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина, эта школа с первого дня получила имя Пушкина. Вот. И я думаю, это очень символично, потому что души, прекрасные порывы эта школа всегда возрождала и воспитывала таких достойных выпускников. Вот. Вы знаете, что знаменитую гору Хатам-Улы, где веками поклонялись жители Бурят-Ингутской долины, воспел в свое время Владимир Константинович Питонов, Ким Ильин, вот такие поэты родились на этой земле, знаменитый художник Филипп Балдаев, знаменитый снайпер Арсений Ятабаев, кавалер ордена Ленина, знаменитый мастер спорта по вольной и национальной борьбе Адамов и так далее. Но в ряду таких знаменитых уроженцев Бурят-Ингутской долины, конечно, Вячеслав Баяндаевич выделяется, потому что он был талантлив во многих направлениях. И я рад, и мы рады, земляки рады, что он, и вся Бурятия рада, что он в свое время отдал предпочтение вокальному искусству вместо бокса. Последствия занятия боксом, они немножко плачевные бывают, а то, что вот как раз красиво стоять на сцене, учить молодых талантов, это гораздо важнее. И поэтому весь Осинский район гордится таким великим нашим земляком, и поэтому мы приехали не с пустыми руками. Конечно, приветственный адрес
Ну вот, смотрю на грудь боксера. Награда от Российской Федерации есть, награда от Республики Бурятия, не хватает награды от Осинского района. Мы в 2015 году учредили нагрудный знак за заслуги перед Осинским районом в различных направлениях. И есть награды в области сельского хозяйства, предпринимательства, культуры, спорта, здравоохранения, муниципальной службы, СМИ. Вот. И одну из самых таких почетных наград хотим сейчас вручить нашему дорогому земляку за заслуги в культуре Осинского района. Чтобы награда настоящая, прилагается удостоверение, приложение, ну и от администрации Осинского района и управления культуры нашего Осинского района отдельный конверт 50 тысяч рублей. Желаем здоровья, дальнейшего процветания. И хочется сказать, что чтобы в дальнейшем прославить имя нашего земляка, мы имеем желание учредить и на Осинской земле проводить конкурс в честь нашего земляка по вокальному искусству. Я думаю, что Министерство культуры Бурятии и Иркутской области поддержит. Спасибо. Так, уважаемый Вячеслав Байдаевич, вообще мне особенно приятно поздравлять с такой большой юбилейный день. И надо же так здорово вообще. Его же учила моя мама Вера Дашина Лыкденова. Да, и все это продолжается уже в течение 50 лет. И причем так успешно, что все его ученики, они поют на нашей сцене, мне приходится с ними заниматься, уже дальше вести. И я хочу сказать, что вот первый педагог – это очень важный человек, чрезвычайно. Как он скажет, как он это все поставит на дыхание, как... И вообще все, от начала до конца. Это как маленький ребенок, который только начал ходить, правильно ходить. И вот Вячеслав Байдаевич вот как раз этим занимается, вот учит в музыкальном колледже, тогда в музыкальном училище. Я знаю, что это тоже такое, как сложно, как трудно этих непокорных певцов или очень чрезвычайно влюбленных в себя, или которые не верят в себя, вдохнуть в них совершенно другое какое-то понятие жизни и вообще направить на очень правильный такой творческий путь. Это очень сложно. Это ежедневная работа. Вот то, что вы делаете с юности, им прививаете, это потрясающе. Некоторые как-то уходят на другую дорогу, потом снова приходят, и вновь начинается, так скажем, бой. И, Вячеслав Байдаевич, вот вы настолько терпеливы, настолько талантливы, и видите людей, видите, слышите, на что способен ученик конкретный. Это не каждому дано, не у каждого такое вокальное ухо. У вас замечательные уши, замечательные.
Да. И я вот хочу просто, я очень рада, что вы продолжаете вот эту школу замечательную, прекрасную, которую вы и получили и в музыкальном училище, и в Ленинградской консерватории у Ивана Ивановича Плешакова. Вот, и я просто хочу сказать, что работаете, вот 80, вроде бы раньше для нас казалось 80, как много. Прямо молодой человек стоит на сцене, правда? Да, вот чтобы всегда так было, я думаю, 160 надо еще справить здесь у нас на сцене. Дай Бог вам здоровья, счастья и очень талантливых учеников. Ура! Күндеді Вячеслав Бендович и Ухи Байвал театры зуго танда има, таня има, аяхым дуротна их халонара маршанлып, тигет хочу сказать о чем. Би Вячеслав Бендович вообще имел счастье самолично Нагдуру таунжеса заниматься как вольный слушатель. Тигет и хочу сказать, вот когда пока эти низы то есть эти года я занимался, но так не постоянно, конечно, и просто заметил его труд, какой его труд. Ну, на примере, к примеру, Михаил Пирогов, это мой племянник. Когда он был совсем молодой, после школы пришел, он попросился в музыкальный колледж, хочу, говорит, певцом стать. Я привел его к Вячеславу Бендовичу, Вячеслав Бендович проверил. Потом я говорю, Вячеслав Бендович, Амарвена. Вячеслав Бендович говорит, «Эйныш не слух уэм бен». Я говорю, Вячеслав Бендович, ну, Вячеслав Бендович говорит, ну, давай попробуем, будем заниматься, но найдем что-нибудь же. И сколько лет он занимался, и его Мишу, конечно, курировал. Вячеслав Бендович прямо как отец, каждый, как я прихожу, Вячеслав Бендович говорит, «Иныш ежевена, тришь ежевена, иныш ернеге занятия, да, иныш плохо занимается, иныш хорошо занимается». Я просто, я тогда видел, как Вячеслав Бендович просто со всеми студентами, за каждым студентом ходит. Туда, он мне рассказывал, даже он туда в общежитие ходит, где-то они живут, туда и ходит, ищет, вытаскивает их. Просто я поразился, насколько педагог он может быть таким, ответственным, любящим своих студентов, учеников, что это просто я очень поражался. Действительно. И, конечно, вот итоги его работы, то, что все ученики его любят. Я сам лично видел, как они все приезжают из разных городов, как они с ним созваниваются, как они отправляют свои партии то есть как записывают, отправляют, проверьте, как я пою сейчас, лучше или высокие ноты беру, или это же. Я просто все наяву я видел. И как человек, Вячеслав Бендович, просто я тоже за эти годы я понял, насколько это просто душевный человек. Просто я такого человека вообще очень редко встречал. И я думаю, что просто это уникальный человек вообще. И как педагог, и как человек. Поэтому, конечно, и творческий труд Вячеслава Бендовича, творческий расцвет театра Байкал тоже неоценим, потому что все солисты театра Байкал, все у Вячеслава Бендовича занимались. И, конечно, это огромная ваша заслуга, Вячеслав Бендович. Теперь я хочу просто поздравить с таким прекрасным днем, пожелать вот она атео даже ралте он жил все мандайна мане бурят арзано же ху дейшин ургыжа ху он сутайнен нут бивола жуягта. Желаю вам здоровья всего. За искренние поздравления
Поздравляем Вячеслава Баендаевича с еще одной высокой наградой, полученной сегодня, наградой от Осинского родного района. И также приглашаем Вячеслава Баендаевича пройти в зрительный зал для того, чтобы быть на сегодняшнем концерте не только педагогом, но еще зрителем. А главная награда для педагога – это слышать, как поют, как звучат его ученики. Под аплодисменты зала мы приглашаем вас, а мы начинаем наш концерт. Это необычный концерт, это концерт настоящего маэстро вокальной педагогики. Это концерт выпускников класса прославленного мэтра Вячеслава Баендаевича Елбаева. Бесспорно, что одним из ярких учеников Вячеслава Баендаевича является заслуженный артист Республики Бурятия, лауреат Государственной премии Республики Бурятия Михаил Пирогов. Год назад он принял участие в международном конкурсе теноров фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-при», на котором получил сразу 2 специальные премии за лучшее исполнение арии из оперы Верди и за лучшее исполнение арии из репертуара Хосеха Каррераса. Сегодня Михаил Пирогов является солистом Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. А недавно осуществилась его давняя мечта. Состоялся его блестящий дебют в роли Германа в опере «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского. Дорогие зрители, первое отделение нашего концерта будет проходить в сопровождении симфонического оркестра Бурятского государственного академического театра оперы и балета под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Бурятия Валерия Волчинецкого. А открывает наш концерт заслуженный артист Республики Бурятия Михаил Пирогов. Чайковский. Сцена грозы из финала первой картины оперы «Пиковая дама». Thank you.
Да, сегодня удивительный концерт, сегодня есть возможность встретиться с нашими любимыми исполнителями. И очень здорово, что в этом концерте принимают участие и молодые певцы. Но несмотря на то, что они еще молоды, за их плечами уже есть победы. Наш концерт продолжит обладатель золотой медали Дельфийских молодежных игр, лауреат первой степени международного конкурса вокалистов имени Лхасарана Линхавойна, лауреат третьей степени международного конкурса молодых оперных певцов имени Кима Базарсадаева, студент Новосибирской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки Анатолий Бадаев. Дорогомышский, ария Мельника из оперы «Русалка». Серые филаты, посылки шпала,
Продолжая наш концерт, лауреат первой премии 8-го Всероссийского конкурса молодых вокалистов имени Надежды Обуховой, лауреат 2-го Московского международного конкурса молодых певцов, студентка Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Жаргала Царидагбаева. Доницетти, ария Марии из оперы «Дочь полка». Еще один ученик класса Вячеслава Илбаева, уже выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Ныне он проходит ассистентуру Московской консерватории. Молодой певец удостоен почетных наград. Лауреата 3-го республиканского
джазового конкурса вокалистов имени Дугажа Баташиева, лауреата второй степени международного конкурса вокалистов имени Хасарана Аль-Хавойна. В этом году он с успехом спел в нескольких оперных театрах Италии партию Альфреда в опере «Травиата» Джузеппе Верди. А недавно состоялся его сольный концерт в Москве. Наш концерт продолжает выпускник Московской государственной консерватории Саян Цимпилов. Верди, баллада герцога из оперы «Риголетто». Мы уже отмечали то, что очень приятно, что в сегодняшнем концерте принимают участие как и недавние выпускники, так и уже состоявшиеся артисты. Но и те, и другие, они прославляют родную Бурятию не только в стране, но и за ее пределами. А наш концерт продолжается. Один из талантливых учеников Вячеслава Илбаева – это Константин Буинов, заслуженный артист нашей республики. Он является лауреатом и дипломантом всероссийских и международных конкурсов. Около 20 лет он является солистом Новосибирского театра оперы и балета, на сцене которого успешно исполнил многие партии басо-баритонового репертуара. Итак, дорогие наши зрители, встречайте на сцене заслуженный артист Республики Бурятия Константин Буинов. Бородин. Ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь».
Необычно сложилась судьба ученика Вячеслава Баяндаевича Руслана Саможапова. После окончания Российской академии музыки имени Гнесиных он остался в Москве, связав свою жизнь с академическим ансамблем песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации. Но сегодня он с нами для того, чтобы своим исполнением, своим пением поздравить своего учителя. Итак, продолжает концерт заслуженный артист Республики Ингушетия, заслуженный работник культуры Агинского Бурятского автономного округа Руслан Саможапов. Леонкавалла, ария Канио из оперы «Паяцци». А нам очень приятно рассказать об еще одной талантливой выпускнице Вячеслава Баяндаевича. Она уже является лауреатом первой степени третьего республиканского конкурса вокалистов имени Дугаржапа Дашиева. Ныне она солистка нашего родного Бурятского государственного академического театра оперы и балета, на сцене которого поет ведущие партии. Итак, встречайте на сцене Елена Мохасова. Пучини, ария Лауретты из оперы Джанни Скики. Oh,
Особо хочется отметить, что некоторые воспитанники пошли по стопам Вячеслава Баяндаевича и достойно продолжили его дело. Более 3 десятилетий рядом со своим учителем трудился заслуженный работник культуры России, народный артист Бурятии, отличный педагог Баир Камбоевич Базаров, воспитавший целую плеяду замечательных артистов. Более 10 лет успешно совмещает исполнительскую деятельность с педагогикой народный артист Республики Бурятия, лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов, ведущий солист Новосибирского театра оперы и балета Шагдар Зандуев, доцент кафедры сольного пения Новосибирской консерватории имени Михаила Ивановича Глинки. Он учит вокалу и выпускников Вячеслава Баяндаевича. Недавно закончили обучение в его классе, в классе Шагдара Зандуева, Марген Санданов, ныне ведущий солист приморской сцены Мариинского театра, Владимир Банин, сейчас он работает в Новосибирской филармонии. Теперь в его классе обучается Анатолий Бадаев, вы сегодня его уже слышали. Так органично возникает преемственность поколений. Старшее поколение передает свой опыт более молодым певцам. Наш концерт продолжает народный артист Республики Бурятия Шагдар Зандуев. Мусорский. Песня Варлама из оперы «Борис Годунов». Из класса Вячеслава Илбаева вышел еще один бас, Максим Санкиров, о нем мы говорили чуть ранее. Он выпускник Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международного конкурса имени Элхасарана Ленховойна, дипломант международного конкурса имени Бориса Штоколова. Максим закончил магистратуру в Российском государственном педагогическом институте имени Герцена. Ныне он проходит стажировку в оперном театре Рима.
Гордостью нашей республики, конечно, является Чингис Аюшеев, заслуженный артист Республики Бурятия, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Чингис – обладатель гран-при международного конкурса «Романсиада» 2002 года, лауреат международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. А наш концерт продолжается. Дорогие зрители, встречайте на сцене вновь заслуженный артист Республики Бурятия Михаил Пирогов. Прозвучит знаменитая ария Калафа из оперы Пуччини «Турандот». Верди. Застольная песня из оперы «Травиата». Исполняют Елена Мохасова, Саян Цемпилов и Михаил
Пирогов. Liviamo dalle di panici che la bellezza il fiora e la fuggeva l'ora si ne abbia voluta livione dolci feriti e suscita l'amore poiché quello che al cuore ogni volenteva amore, amore, pregare, c'è pietà di ogni alma. Non sai ancora il mio destino sia Мы благодарим всех участников первого отделения юбилейного концерта. Первое отделение проходило в сопровождении симфонического оркестра Бурятского государственного академического театра оперы и балета под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Бурятия Валерия Волчинецкого. Завершилось первое отделение концерта.
Ушалдахин удышин аварманда эрхин хундата найтхатат. Расин горны сайлая габията худулмаришан. Мы даже бакша. Вячеслав Войндаевич Елбаевай налга эхин найым жылай айым байырта зарылыктан хәйндере талгылта ургын жылгар. Тавлытын хайырдыке хысык, боряда горны ундыхыны оркестр нева. Дирижерын боряда оласай сайлая габията. Ажылия булыкша Жаргыл Тактонов. Кучун захелша Гринкин Руслан и Людмила Оперин, увертюры Моногая Шанабатя. Уважаемый Вячеслав Байндаевич, в ваш адрес в эти дни поступили многочисленные телеграммы поздравления. В эти дни вас поздравили Монгольский университет культуры и искусств, ректор госпожа Санин Тогос, Новосибирская государственная консерватория имени Михаила Ивановича Глинки, ректор Жанна Алиевна Лаверина, Сибирский институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, ректор Марина Валентиновна Москалюк. Вас поздравил Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, директор Светлана Владимировна Гузей. Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, исполняющая обязанности руководителя Будаева Беликма Батырдаржиевна. Буквально в минуты, когда шел наш антракт, вас также поздравил солист ансамбля песни и пляски Западного военного округа, заслуженный артист Республики Бурятия Саян Базарсадаев. И, конечно же, мы присоединяемся ко всем поздравлениям, пожеланиям и тоже желаем вам крепкого здоровья, творческого долголетия на благо развития и процветания музыкального искусства Бурятии. Вячеслав Войндаевич шаганары ганса опера бышы муншия бурят онуда долдык. Уруш Вячеслав Войндаевич арадайынға сойыл урлыл екі хонер хадык, арадайынға долудышия долы хадушты. Мұны тәзіндері ушуныгы шаведенің гаража, айдуненға мындыйы бақшыда, табуғында урган барихани. Кукжымын Владимир Дамбаевай угын ғонға чимейтвай. Хуны зіргі хун балываша. Тәзіндері Саян Цимпилов.
Должен Саян Цимбелев. Ученики Вячеслава Байдаевича высоко несут имя своего учителя, служа в разных театрах нашей страны. Многие поют в Бурятском Государственном национальном театре песни и танца «Байкал», в различных вокальных ансамблях Бурятии, Иркутской области, Агинского национального округа. Очень много выступают с сольными концертами. Театр Турусов Вениамин Ханзихеновая Захёхан урын сежим дахолгогын доя, гурны степные напевы ансамбля Колдушин, Мунка Батманкоев талугында доложухани. Октавия. Мунка Батманкоев. Энгельсина Гармаевага Захёхан авойн салагахындо табугдында Бурят улысы арада артист Талмет Танхаев гуисткахан. Вячеславу Байдаевичу посвящается. Aşağıya boyamen Allah'ıma
Наш концерт продолжается. На сцене артист Агинского театра «Далите», заслуженный работник культуры Забайкальского края Даржи Болотов. Хукжымын Батыбайжылайбы угын цыдык жамбалары. Ағымда.
концерт продолжает «Золотой голос Ангарска». Приглашенный солист Иркутской филармонии, актер театра «Факел» Александр Мадыев, город Ангарск. Луиджи Денца на качелях. Stasera nella mia e sono montato, te lo dirò. Con un rispetto un po' ingrato, ti guardo un po'. Con la gente di poco ma se fucci, ti lasci stare. E non ti corra appresso, non ti strucci a ricordare. Non ti amo della terra la montana, un passo sei. Sono proci dalla Spagna, io vedo te. Si rogni con le foglie del te fatto e San già. Si come il vento è lasciato e siamo già. Русская народная песня «Ах ты, душечка» прозвучит в исполнении студента первого курса колледжа искусств имени Чайковского Заята Раднаева. Разгуляем за
Заята Ратмаев. Дорогие зрители, встречайте на сцене вновь заслуженный артист Ингушетии, заслуженный артист Агинского бурятского автономного округа Руслан Самажапов. Камео «Влюбленный солдат». Lontana da stupore, voglio che pensiero, niente voglio, niente aspetto, capo, piensa solamente a me. Sii sicura che sta male, come sono sicura te. Scrive sempre sta contenta, io non pienso che da sola, non pensiero mi consola, capo, pensa solamente a me. Ecco io quella tutta bella, non è mai più bella te. Vita mia, oi cuore, ti stupore, sei stata prima amore, o prima l'ultimo saprai per me. Io parla tutta bella, non è mai più bella te. Vita mia, oi cuore, ti stupore, sei stata prima amore, o prima l'ultimo saprai per me. Пукшевый Анатолий Андреевы, Угунь Николай Дамдиновы, Амрагай Хышык.
Наши дорогие уважаемые зрители, концерт продолжает народный артист Республики Бурятия Шагдар Зандуев. Кожемин Анатолий Андреевы, Уын Мэлс Самбоева. Их битовая Мактау. Кожемин Сергей Манжигеевы, Уын Солбан Ангабаевы. Ярылты Харгай. Hey,
Музыка Александры Пахмутовой, стихи Николая Добронравова. Мелодия. Поет заслуженный артист Республики Бурятия Константин Буинов. Моя мелодия, я твой преданный Орфей. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Все голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Ты мое сомнение, тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Зарь прощальных зарила, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви? Я твой преданный Орфей. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Стань моей вселенною, струны оживи. Сердцу вдохновенному верни мелодию любви.
Комжемын Анатолий Андреевой, Умын Гомбачметовой. Хубуне дом. Спасибо. Фальво, скажите девушке, подружке вашей, исполняет заслуженный артист Республики Бурятия Михаил Пирогов. Скажите, девушки, подружки ваши, что я ночей не сплю, о ней мечтая, что всех красавиц она милее играет.
признаться ей, но слов я не нашел. Ожидает праздник, огонь обожаю. Скажите, что иного я счастья не желаю, что нежность страстью я ценю невеком, и без нее в душе моей тревоги Көкжемейін Владлен Пантаевай, уын Цереннандық Хамаевай, Зарихал Бән. Amare
Город Лос-Анджелес, артист Михаил Пирогов. Да, мы постараемся, наверное, сделать бис, но когда у нас сейчас на сцену выйдет чуть побольше артистов. Уверена, следующий номер вам понравится тоже, он также узнаваем и любим. Но хочется перед этим отметить, что значение деятельности Вячеслава Байндаевича Елбаева в развитии музыкального искусства и профессионального музыкального образования, формирования и становления бурятской вокальной школы, конечно же, очень и очень велико. Свидетельством признания его заслуг являются многочисленные государственные награды и почетные звания. Его имя занесено в энциклопедии «Лучшие люди Бурятии» и «Лучшие люди России». Сегодня же в самом начале мы затрагивали тему спорта. Вот хочу отметить, что на сцене действительно, как и в спорте, нужно быть всегда в форме. А голос – это такой инструмент, который требует также каждодневных тренировок. И артист, на самом деле, он учится всю свою жизнь. Ну а сейчас я приглашаю теноров, участников нашего концерта, для того, чтобы следующий номер посвятить Вячеславу Байндаевичу Елбаеву. Эрхим Харакшат Хабугне Халохан Аякшалбара. Дамы и господа, дорогие наши зрители, для приветственного слова и поздравления позвольте пригласить на эту сцену директора колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского Баира Борисовича Турбенова. И, конечно же, мы приглашаем на эту сцену виновника сегодняшнего торжества, этого юбилейного концерта, встречи многих поколений выпускников, прославляющих
нашу Бурятию в стране и за рубежом. На сцену приглашается Вячеслав Баиндаевич Елмаев. Уважаемый наш дорогой Вячеслав Баиндаевич, сегодняшний вечер, сегодняшний праздник, ваш вечер. Спасибо вам большое за прекрасный подарок не только для колледжа искусств, подарок всем зрителям, подарок всем жителям нашей республики, нашим гостям. С юбилеем вас! Я уверен, что еще многие-многие годы Вячеслав Баиндаевич будет с нами, будет работать. У нас большая педагогическая нагрузка, которую нужно нести. У нас скоро новый набор. У нас впереди большие планы. Мы желаем вам счастья, здоровья и благополучия, вам, вашим близким. И, пользуясь случаем, я хочу выразить глубокую благодарность и признательность нашим коллегам, театру оперы и балета, директору Жамбаловой Иржине Зударовне и симфоническому оркестру, а также Бурятскому национальному театру песни и танца «Байкал», в лице директора Дандаржапа Чебатлуева и художественного руководителя Жаргала Жалсановича Жалсанова. Мы благодарим всех солистов, всех учеников Вячеслава Баиндаевича, которые, несмотря на свои большие творческие планы и плотный график, нашли возможность приехать сюда, в родной Улан-Удэ, порадовать наших зрителей, порадовать своего педагога. Мы желаем всем благополучия, здоровья, творчества и приезжайте почаще себе на родину. И от колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского мы хотим Вячеславу Баиндаевичу вручить в присутствии высокого собрания наш подарок. Союз композитор Бурятии, от композитора Бурятии низкий поклон Вячеславу Баиндаевичу. В зале сидит Мазар Ачирович Сагандашиев. Со мной вышла Лариса Халтанова, композитор, член Союза композиторов России и Бурятии. Песня держится на нескольких гитарах. Автор слов, автор музыки и исполнители, солисты. И Вячеслав Баиндаевич, вы оставили, вы прекрасно поете, но вы отдали все свое именно воспитанию новых талантов. И
И я желаю вам дальше продолжать и открывать новые бриллианты. Вот на самом деле наши бриллианты. Гордость. Бид мөнөө Вячеслав Баяндайчтан янтай огинна мурядуде дигыл былгылыбдын дигылымне мане мэдеже Игорь Сарапулов уже хум кылдыжуго Вячеслав Баяндайч ихо алын жутсо иже мангя кунзона байсужа алын биликте таланты сүгүдү гургыжы вегетта утнатео даже ылты якытне болтугай. В первую очередь я хочу большое спасибо сказать закоперщику нашего концерта, этого мероприятия, Баиру Борисовичу Курбянову, нашему директору колледжа. Благодаря Баиру Борисовичу, в общем-то, такой концерт состоялся. Я вначале вообще говорил, не надо, ничего не будем проводить. Почему? Потому что сейчас такое трудное время. Вот. Мои ученики раскинулись вообще, начиная с Дальнего Востока и кончая европейской части, и Санкт-Петербурге, Москве, там везде поют, в общем-то. Их собирать там. Но они так все дружно откликнулись. Я, дорогие мои, я вам всем очень признателен. Я вам скажу большое спасибо. Вот такие вы молодцы. Я вообще горд, очень счастлив, что вот такие парни у меня. Я очень признателен вам, уважаемые зрители, что вот вы с нами разделили, в общем-то, нашу радость, если так сказать. Спасибо вам большое. Желаю вам всего хорошего, успехов во всех ваших делах. Самое главное – здоровье. С уверенностью можно сказать, что Бурятия в этот вечер стала центром оперного искусства. Воистину есть слова: учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. Да здравствует имя великого учителя Вячеслава Баяндайча Елбаева. И, конечно, нужно пройти долгий путь, услышать много голосов для того, чтобы понять, как прекрасно звучит наша Родина. Глазурных дым,
Михайлова.